Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня у нас в гостях Петр Иванович Корякин, начальник отдела использования документов Национального архива Республики Саха. И наша сегодняшняя тема приурочена к 105-летию Великой Октябрьской революции, которая имела большое значение для народов России, ведь многие народы благодаря автономии, благодаря Октябрьской революции получили автономии от самоуправления. Было переформатировано общество, началась новая веха развития общества. И очень интересно, какие документы у нас в Национальном архиве, в нашем Национальном архиве хранятся. Фотографии, документы, которые свидетельствуют о разных интересных моментах того времени. И давайте приступим. С какими фотографиями вы сегодня приехали, Петр Иванович, и что вы хотите нам показать? Национальный архив Республики Саха-Якутия сделал выставку, которая называется «Фотографии из фотофонда» нашего архива. Да, это за 1917 год. Дело такое, что за 1917 год у нас оказалось фотографий больше 40. Чисто за один единственный год, но, правда, конечно, это первая половина 1917 года. Но они у нас отложились в фондах, из фондов, например, скажем, музея Ярославского того же, да, или из каких-то других коллекций. И наши фотографии посвящены только этому одному 17 году. Фотографии у нас начинаются с этой фотографии, которая свидетельствует, как говорится, о местной власти периода Временного правительства. Тут представлен прокурор Поволоцкий, областной комиссар Соловьев, да, Василий Николаевич. Этот Василий Николаевич, он эсер у нас был, председатель исполнительного комитета Якуб Сабунаев, он тоже там, да. Михаил Васильевич, участковые комиссары якутской милиции, начальник милиции, известнейший Клингов Теодор Федорович. Великая Октябрьская, так называемая социалистическая революция, она внесла вообще существенный вклад в видоизменение всего мировоззрения и судьбы народов не только России, не только Якутии, но и всего мира. Да? Почему? Потому что дело в том, что это такой большой процесс, единственный в своем роде, когда устанавливается новая власть советская, которая до сих пор вообще в истории человечества такого не было, чтобы устанавливалась такая советская власть Советов, чтобы социал-демократы брали власть, чтобы свержение было монархического строя на такой обширнейшей территории, как Российская империя. И это начинается у нас, конечно, с 23 февраля, то есть с этой самой известной манифестации наших женщин за свои права. Как вы знаете, они не имели права голоса и прочее. Император им дал это право голоса, но, к сожалению, потом уже женское движение, женскую манифестацию подхватили уже другие силы. 27 февраля устанавливается у нас такое положение, что местный гарнизон, он тоже встал на сторону восставших, и получилось, что в конце концов император, наш последний царь, подал, так сказать, в отставку, отречение в пользу своего брата, который потом отказался, да, пока учредительное собрание не соберут. И в конце концов дело двинулось к тому, что эти все стихийные страшные процессы, которые страшны были сами по себе, по природе своей, потому что они меняли не только уклад жизни, не только видение всего мира, которое было до февраля. Февральская революция вообще была восторженно встречена местной национальной интеллигенцией у нас в Якутии, да, всеми, кстати, слоями общества, в том числе даже, может быть,
и некоторыми, которые находились во власти. Вот, потому что тут у нас революционные настроения были сильны в плане того, что, как мы видим, это Якутия тюрьма без решеток, посылалось очень много ссыльных политических, которые, значит, даже вот если посудить по 1 мая, которое прошло уже в 2017 году, уже свободно, без ничего, без цензуры, без никаких вот этих препонов со стороны власти, получается, что наша революционная молодежь, тоже якутская, тоже выписалась как раз в февральской революции, а не потом, где-то к октябрю, потому что все, что делалось в феврале, это потом отложилось и до 2018 года. И вот мы на этой фотографии видим представителей местной интеллигенции, из которых Соловьев, я уже, как говорил, Василий Николаевич, он у нас был председателем, можно сказать, вторым председателем ЯКОБ, Якутского комитета общественной безопасности, потому что первым вначале был у нас большевик, а потом только СССР стал Василий Николаевич. И дело в том, что такой процесс прихода к власти эсеров в начале, эсеров и большевиков, он, социал-демократов, он шел же ведь не отсюда, инициировано все это было и решалось там наверху, то есть в центре. И оттуда нам шли вот эти инструкции, шли, значит, вот эти постановления, и должны были уже, согласно ним, их тут менять власть, брать в свои руки. И дело в том, что при захвате, можно сказать, власти, при смене власти, ее у нас в Якутии отдали тихо и мирно. Очень, очень тихо. Вот. Почему? Потому что привыкли слушаться центральной власти, и это понятно. Дело в том, что наш вице-губернатор, значит, Тизенгаузен, да, Дмитрий, и видим еще у нас Сабунаева, председатель исполнительного комитета, уже он у нас участковый, и Клингов тогда еще он был, значит, в эсерах, а потом переметнулся в большевистскую часть. Ну, и стал Губчака, даже вплоть, кажется, если не изменяет память, до товарища министра внутренних дел Дальневосточной республики. Мы вот все знаем, что катализатором февральской революции стала война. Очень долгая, кровопролитная, когда шла мобилизация массовая. И она всем надоела. И вот вышли женщины на демонстрацию, чтобы накормить своих детей, да, в Петербурге. Потом их поддержали рабочие, мужчины, потом политические партии. Вот, примерно за неделю, да, монархия перестала существовать. Но это было время подъема, потому что все думали, что наступит светлое будущее, будет учредительное собрание, где народ будет выбирать, в каком строе ему жить. Но все-таки всякое падение власти подразумевает какие-то беспорядки, какой-то хаос, да? Поэтому создавались эти комитеты общественной безопасности, вот, народное ополчение и так далее. Платон Аюнский пишет, что в своих мемуарах, что вел переговоры, но это будет уже наша тема следующего разговора. Но вот все-таки он на переговорах со стороны Якутска был Аросин и Василий Васильевич Никифоров, да, Кулемир. Который как раз сидит в Швейцарии. Да. И вот какое место он занимал вот всей этой вот новой власти тогда? Ну, он свою определенную нишу Василий Васильевич Никифоров, потому что он создатель многих наших общественных движений, организаций национального толка, да, вот это и союз, и этих федералистов, вот, и Якутский комитет национальный, вот это все его же детища, можно сказать, да. И Гаврил Васильевич Снофонтов, который потом стал, значит, председателем этого же союза, он как бы поддерживал полностью, был на стороне вот этих тех идейных вдохновителей якутской национальной интеллигенции, которые создавали всю эту почву до этого. Поэтому Василий Васильевич Никифоров, он даже очень сильную позицию занял в связи с февральскими событиями, из-за того, что
большинство населения, якутское население, оно воспринимало все через призму своего языка, да, только слушала только своих, как говорится, а не пришлый элемент, даже тех же полицейных. Вот. Поэтому с таинатством население было связано кровнородственными узами. Все это налагалось, многофакторность истории предопределила все-таки вот этот новый подход, который как раз в лице Василия Васильевича идет, продуцирует из себя вот эти все идеи, да, из-за чего мы видим, что усиливается и национальное движение, и самосознание народа, вот, определенного в этом нашем отдельно взятом регионе. И вот тут представители у нас местной власти периода Временного правительства, участники вторжения в городскую думу, как раз социалисты-революционеры, тот же самый Сабунаев, и Олейников у нас, который врач-фельдшер, как и Приютов, известнейший Приютов, Василий Петрович, который, можно сказать, удачно женился на богатой вдове, построил тут свой кинематограф. Но дело в том, что его кинематограф потом дальше уже перевозил. Он у нас тут располагался по улице, которая сейчас Ленина, да? Да. Большая улица. И потом уже она Госкино стало. И до советского времени, в 20-х годах, он тоже давал там пропагандистские фильмы. И даже озвучивал по-якутски. Поэтому очень интересная личность. И вот они под конвоем пока под конвоем они стоят. Ну, как говорится, очень даже такие просветленные, радостные, можно сказать, не очень-то кислые, можно сказать, лица, да? Потому что, смотрите, и солдаты тоже во фронт стоят. Это у них как бы селфи идет. А есть же фотографии того же Приютова 1906 года, когда выходит тот же самый Василий Васильевич Никифоров из тюрьмы, и он там тоже делает какие-то селфи из-за решеток с своими людьми, ну, такие, можно сказать, смешные моменты, да. Поэтому можно сказать, что Приютов, да, действительно был хорошим фотографом и свой вклад внес в киноиндустрию нашей республики. Василий Иванович, позвольте вас привить. Видите, вот они как бы это общий снимок, да? Хотя вот все-таки конвой, но... Конвой. И во дворе тюрьмы, себе, во дворе, да. Вот руководители Союза якутов, как бы вот вальяжно некоторые, да, вот расположились и так далее. Все-таки надо признать, что вот царская власть того периода, она все-таки была помягче, да? Помягче, потому что боялась. Да. Боялась вот стихийных явлений. И всегда власть должна бояться, я думаю, потому что в любой момент может произойти что угодно, да, особенно в неспокойные времена. Поэтому вот опыт истории нам говорит об этом. Семен Андреевич Новгородов тоже принимал большое участие в создании партии федералистов. Да. Гавриил Васильевич Ксенофонтов был избран депутатом. Учредительное собрание с эсером Панкратовым. И вот дело в том, что, да, вы правильно сказали, что они все надеялись на это учредительное собрание, что оно, наконец, образумит народ и перестанут между собой бодаться вот, два лагеря, да, социал-демократов. Но еще плюс к тому, что вот Приютов, Василий Васильевич Никифоров и Гавриил Васильевич, вот даже проследить, если по фотографиям, то они, можно сказать, на некоторых месте находятся. Поэтому у нас было в Якутске в 2017 году всего 7315 человек. Жило из них грамотно, скажем, где-то 20%. Ну, стали выходить, конечно, газеты и прочее. И народ был просвещен в плане, которое городское население, оно было просвещено в плане принятия вот каких-то изменений. Ну, конечно, на периферии никто ничего не знал. И все продолжалось в том же духе, какой был до этого. Да? Поэтому тут играет роль и информация тоже. И вот смотрите, тут у нас унтер-офицер с группой солдат местной команды 17-й год. Тоже очень хорошее фото, много серебра использовалось. И вот тут тоже лежат охотничья порода собак. И очень хорошо представлены. Они как бы любили фотографироваться, момент ловили.
момент Вот именно получается, исторический. некоторые из них, наверное, вошли уже в местную милицию, которая... Да, плавно перетекло все это в местную милицию, потому что люди вообще-то не любят, да, резко менять свою профессию и прочее, и так предопределено, что они оказались как раз на месте в нужный момент. И вот тут члены Союза почтово-телеграфных служащих в 17 же году, и мы видим предположительно по центру Марка Николаевича Жиркова, нашего первого якутского профессионального композитора, да, где-то он очень похож на него. И еще есть одна фотография, это манифестация живет почтовых служащих в 17 году, и где вот это же фото, но людей меньше, и видно, что они также стоят. Но тут мы выбираем фото, где людей больше, чтобы родственники могли по старым своим семейным фотографиям, может быть, определить своих предков, да, каких-то прадедов, прабабушек. Но видно, что по фотографии, что Якутск тех времен бурлил, да? Буквально. Да, бурлил, это вообще бурлил. Люди восторженно, вот я уже повторяюсь, приняли февральскую революцию, но потом, как оказалось, многие надежды были утеряны и рухнули. Еще вот, смотрите, дом по улице Чернышевская, такие фотографии тоже имеются. Где Петровский Григорий Иванович, известнейший, да, участник революционного движения, советско-партийный же деятель, он был у нас, да, можно сказать. И один из создателей Украинской ССР. Украинской ССР тоже, кстати, да. Вот это тоже имеется в виду, потому что он работал во многих местах, Петровский Григорий Иванович. И не теряли они связи с Якутией. С Якутией, у них там своя компания была в Москве, да. Покровительствовали, да. Дружили с семьями и прочее. Поэтому играли свою роль дальше, в 20-е годы даже, можно сказать. А вот тут плакат карикатуры распространения Якутии в 17 году. Ну, это как бы известнейший такой плакат, где наверху вот монархическая династия стоит, потом идет духовенство, которое поддерживает, потом идет армия, потом, значит, буржуазия, и в самом низу у нас обычный народ. Смотрите. Вот, и таким образом наглядно они агитировали, пропагандировали свои социалистические взгляды. И можно было без знания языка понять. Да? А ведь партия эсеров была тогда самая многочисленная. Очень многочисленная она была. Влиятельная была партия эсеров. Почему? Потому что вот их идеи воспринимались лучше простыми людьми, да, теми же вот олигархическими, как бы сейчас сказали, структурами, потому что они проповедовали демократию, свободу, более чем, скажем, те же большевики, да, вот, и по земельной части тоже по земству у них очень хорошие программы были. А вот теперь вот смотрим, Салтыкова, где находилась подпольная типография большевиков. Вот это подполье все уже как бы закончилось, можно сказать, в 17 году. Вот свобода полная, как бы все идет. Очень много, значит, печатных изданий начало у нас, да, социал-демократ тот же самый. Вот, плюс еще, скажем, Якоб сам уже свои вот эти... Партия федеристов. Да, печатные издания, любая партия имела честь как бы выпускать печатные издания. Поэтому очень много информации стало поступать якутянам, которые там жили. И вот у нас есть тот же Волховинский, Михаил Михайлович Константинов, Степан Олейников, Николай Ефимович. Вот они тоже сидят. Тот же самый врач. Вот, хорошие фотографии. И вот дом, где находилось бюро РСДРП, 17-й год. Вот в таком доме они уже в 17-м. Дальше уже можно по фотографиям реконструировать любые здания. Вот. Ну, тут участник кабины съезда врачей, фельдшеров Якутской области. Мы видим Прокопия Нестеровича Сокольникова, одного из первых из 3 врачей якутов. Вот. Дипломированного. И он же, как говорится, дружил с Львом Николаевичем Толстым, ездил к нему, и у них была переписка, и у нас тоже сохранилась переписка, значит, с губернатором Льва Николаевича о судьбе духобора Чагина. И он тоже непосредственно участие принимал в судьбе этих духоборов. А вот тут манифестация в Якутске. Самая обширная, как мы знаем, манифестация, она прошла 10 мая, да, 2017 году. И вот тут с звездой Давида, вот, и там есть лозунги, например,
за освобождение там мирового еврейства и прочее, потому что каждый выдвигал свои проблемы, имеющиеся. И вот особняком где-то на правой части фотографии стоят местное население, инородческое так называемое, и смотрит на вот этих манифестантов, даже не подозревая, что скоро их жизнь очень круто изменится. Увидеть. И вот, конечно же, политическая демонстрация, манифестация в Якутске у дома губернатора, которая прошла. И вот тут мы видим тоже манифестантов, тоже шеренги, которые там отвечали за безопасность. И вот такие демонстрации, манифестации в Якутске проходили в еврейском кладбище у могил тех же монастыревцев, да, участников вооруженного протеста полицейных. Даже 889 года все это вспомнилось, и потому что свобода была дана, свобода. Да, и как раз она вскружила голову всем. Интересно. Всем силам. Вот. Политическая демонстрация, и тут очень много народу собралось, если посудить, что сверху такие еще есть фотографии, где видно, что и вот тут это та же самая звезда Давида, еще по-еврейски написано, и вот тут да здравствует там свободная Россия, хлеб и воля, союз, и даже вот этих есть у нас. Тоже той же самой марки. Политическая демонстрация идет. Напомним дорогим подписчикам, что у нас были два крупных выступления в Якутске в самый период, где основную роль играли евреи. Да? Это Монастыревка, вот так называется, потому что произошло это событие в доме вот, богатого якута Монастырева. Да, вот политически сильные восстали против вот, некоторых вот таких правил, губернских правил пересылки, да? И Романовка, которое уже произошло во время Николая II, и вот там тоже был в доме. Протест, тоже в доме вот, богатого якута Романова, да, и поэтому называется Романовка. Сейчас там как раз музей якутской ссылки, да. И людям хорошо было бы посетить вот этот дом, посмотреть, потому что практически единственный оставшийся с тех времен вот купеческий дом с мансардой, кажется, и с этими постройками, да, рядышком. Петр Иванович, я там летом как-то нашел вот вроде вот дыра от оружейного выстрела была. Дыра от оружия? Да, на стене. На стене прямо? Да. Вполне может быть, почему бы и нет. Тут же тоже как бы шли бои, да, штурм Якутска и прочее. Ну и люди жили. Вот, например, в Вилюйске краеведческий музей, тоже бревенчатый, весь полностью, когда вот оборона шла, Вилюйска, да, от Канина и прочее, там полностью обстрелянная из свинцы, как из пулемета прямо. Вот. И политическая демонстрация тоже очень хорошее фото представлено, потому что их практически крупным планом взяты, можно уже лица, вообще подробности все видеть, как они одеты, вот это, и кто принимал участие, вот практически по моде, да, и наши женщины были одеты. И вот бревенчатые дома, они кажутся не такими старыми, совершенно недавние постройки, и можно все прочитать. СДРП у нас идет, потом политическая демонстрация, вот она, и тут уже побольше народа, и самое главное, на каждом фото разные люди. Ну, видимо, фотограф постарался так сделать, чтобы все попали под кадр, да. И вот, смотрите, тоже очень хорошая у них идет антураж такой, и мода, повязки те самые, да. И посмотрите, и заметьте, что вот эти баннеры, как бы по-новому по-современному сказал, они очень большие. Очень-очень большие. Свободные места. Да, свободное гражданство. Ну, чтобы было видно издалека всем. Да. И потом вот оно, манифестация идет, демонстрации марки. Вот прямо колоннами в повязках люди идут. И на фоне областной библиотеки, да, тоже как бы идет это дело. И гужевой же транспорт тоже представлен вот тут. И вот тут встреча пристани в Маче, это парохода с бывшими полицейными Якутской области, освобожденные после событий февраля-марта 2017 года. Вот тут вообще церковь видна, очень хороший дом там пристроить. Вот. И дальний фон тоже люди, вот вся проекция. И главное, что это не в Якутске уже, а в Маче, но 17-й год. Да. Тот же февраль, март, полицейные, учащиеся молодежь
тоже по ним можно много чего увидеть, узнать и рассказать, да? Вот, прямо по взгляду узнается, какой это период времени был. Да. Вот. Здание больницы, я работал в большевик Орджоникидзе, наш Сергу, политбюро, который заседал, был министром тяжелой промышленности, наркомом. И вот тут цельные тоже столы, слева, тут уже внутренность помещения видна, какие у них там было. Везде и всюду портреты висят, смотрите. Дом якутский, квартира рабочего Оплавина, я проходил вот именно социал-демократический кружок под руководством Елена нашего Ярославского Губельмана, не Израилевича. Первые шаги. Первые шаги, у него уже кружков было много. Вот, например, первые шаги идут, да, Ярославского, а тут уже у них рассвет, члены кружка рассвет перед отъездом, да? Да. И вот тут жена Кирсанова, Клавдия, рядышком с Емельяном Ярославским. У них уже к этому моменту был неполных 2 лет была дочь Марианна тут, а так у них, конечно, еще 2 сына было, вот. И они тут встретились ссылки, соединились судьбы. То есть в этих кружках, особенно в подпольном кружке «Юный социал-демократ», вот, как раз выписаны были наши кадры, да, и национальные, из 7 вот этих наших председателей СНК СССР 5 вышло как раз из этого кружка «Юный социал-демократ». Вот тут мы видим Амосова, да, Юнского и многих других известных личностей можно тут увидеть, социал-демократы. Вот, Эдуард Прауневич, Лия Израиль, Цюгель и все остальные тут у нас представлены стоят. И вот именно что я хотел вам показать по схему пунктов политика массовой работы, да, большевиков. Тут до мельчайших подробностей все расписано. По какой улице должна проходить манифестация, вот это вся. И пункты везде они... Вот тут организация была хорошая у большевиков, Якутский, феврале-мае. И та же самая первомайская демонстрация. Вот. Теперь уже стоят свободная, и на заднем плане, как всегда, кинотеатр Приютова, где все собирались, прослушивали лекции и прочее. Вот поэтому Приютов у нас, Василий Петрович, он очень даже помог. Помог революционному движению в свое время. Ну, смотрите, очень много людей стоит. Можно подумать, что они каждый день прямо-таки собирались на демонстрации. Ну, Петр Иванович, все эти фотографии показывают яствуют о двувластии, да? То есть, двувластие, да. Совет, Петроградский Петросовет и временные правительства. Да, Петросовет и временные правительства. Да. Они как бы конкурировали между собой постоянно, и потом это у нас уже перешло в Центросибирь, противостояние с эсеровской, значит, этим комитетом, и поэтому я думаю, что противостояние, оно было всегда с самого начала. Без этого никак. И все думали, то есть надеялись на учредить собрание, но этого не произошло, да? Не произошло по той простой причине, что боролись за власть. Боролись за власть, очень много партий было представлено у нас, вплоть до Народной свободы, да? Депутатом они поставили Дамьяна Кочнева, тоже, кстати, как и Петровского, этого депутата Государственной Думы 4-го созыва. Вот, поэтому... Он был кадет, по-моему. Он был кадет, да. Они были кадеты. Да. Вот, но кадеты такой власти не имели, как эсеры у нас, да? Вот, тогда еще. Поэтому они как бы вступили в союз более такими близкими по духу партиями. Но все равно в итоге победил большевизм. Большевизм у нас, потому что истина тогда была больше за ней, да? Но они, вот у них были простые лозунги: долой войну, хлеб и волю, да? Ну, вот, и далее. Декреты все были направлены на улучшение жизни простых людей, как бы. Поэтому массы пошли за ними. И потом они очень много внимания уделяли знанию вот этого якутского, тот же самый Новгородов, да, якутского письма и языка, потому что донести все большевистские лозунги, всю эту идеологию до якута, который жил в селе, потому что масса у нас не в городе тогда жила, а аграрная была у нас область, и надо было только на его родном языке. Поэтому вот как раз вот эти наши многотысячные, тот же в 17 году вышел букварь, букварь тоже Новгородовым, связанная, его очень большие труды были
туда вложено. И, как говорится, и газеты тоже те же самые на якутском языке, да, потом пошли манчары. Они же на своем языке, читают их на своем, и это все воспринимается глубже и понятнее становится простым людям, массам. Да. Вот они поэтому, можно сказать, взяли власть. Свободные маевки. Первая свободная маевка у них идет, вот, поэтому очень интересно посмотреть. Вот здание казармы, где тоже выступал наш Емельян Ярославский, член бюро Якуб там. Тогда он был первый Якутский совет рабочих славянских депутатов. Вот в этих казармах он выступал. Также выступали, митинг был в городскую думу якутскую. Я напомню, что городская дума тоже сдала власть, да, в лице Юшманова. Нормально так это все у них прошло. Потом, когда перевыборы вот были, Гаврил Васильевич наш, и плюс еще тоже в управу избрали сына нашего известного Сербяке, Ивана Николаевича Эверстова, да, который тогда был председателем общественного банка. Кстати, вот. Охнянский упоминается в мемуарах Юнского. Да, да, он как бы меньшевик, да. И его тоже избрали же председателем вот тогда Якуба, и он тут стоит на балконе, уже будучи во власти, и выступает как член партии меньшевиков. И заметно, что люди сидят прямо на вот этих перевернутых заборах, да, потому что оттуда было лучше видно. Вот. Якутская организация партии социалистов-революционеров. Их было очень много, смотреть, социалистов-революционеров. Вот. И показывают фотографии, что в основном они все вот пришлый элемент, можно сказать. Да, ну, как бы коренных их мало. Коренных мало. Тоже по фотографиям можно это выяснить. И вот дом общественного собрания, в котором был проведен первый революционный митинг трудящихся города Якутска. Тут уже тоже вглубь идет, видно до конца, какие дома за кем стояли и какие у нас были дороги, да. Ну вот это двухэтажное здание известнейшее, да, мы его все застали, вот это по Кирова 20, пока его не снесли. Вот историческое здание, тут клуб приказчиков, тут и даже фильм давали еще до Приютова, Казак Никулин фильмы давал, вот. И тут еще и клуб приказчиков, сколько всего было, тоже Василий Васильевич, здесь и вот эти пьесы свои, да, ставили, театр был народный, вот. И как раз докладами о победе февральской революции Емельян Ярославский вот в этом доме тоже выступал. И вот тут уже Томск, тут уже несколько фотографий представленных, которые не внутри нашей области, а уже где-то там, да, и тут мы видим Сибирскую областную думу, и тут выделили во втором ряду слева правого сфера делегата Якутской области Куликовского Петра Александровича, да, он последующим участник Белого движения, представитель временного якутского вот ПНУ нашего, да, областного народного управления, но, к сожалению, его судьба известна, трагичная судьба, он по воспоминаниям, да, закончил жизнь самоубийством, как бы, ну, принял много морфия, большую дозу морфии. Да. Я вот думаю, что некоторые люди из этой группы Васильева вошли потом уже в управление Сибири, директорию. Да, директорию, обязательно в директорию они пошли и выступали против большевизма. И тот же самый Соловьев, да, который инициировал создание вот, организации демократического движения у нас, куда вошли и из исполнительного бюро Якоба, и конфедералисты, федералисты, и туда же эсеры вошли, и все советы и рабочих, и из крестьян тоже туда все. Поэтому они собрали такой единый кулак противодействия большевикам, большевистскому влиянию. Но, как говорится, история идет своим чередом, ход истории никак не поменять, потому что это несоразмерные вещи, да, где Россия вся, да, а где Якутия. Если даже тут было больше противников, но все равно, как говорится... Ну вот численно проигрывали в трудовой массе. Да, в этой же массе проигрывали. Да. Проигрывали, и все это, судьба их ясна была уже тогда, можно сказать. Итак, Петр Иванович, мы посмотрели фотографии, и вот, они все очень интересные.
Вот происходит очень быстрое политическое движение. Вот мы видим, что лица многих людей, которые на фотографии, они в хорошем настроении, приподнятые. Видно, что воодушевлены, да? Да, Происходящими событиями. Интересное время, когда все происходило. И мы очень много исторических личностей, которые сыграли свою роль в становлении молодой Якутии, да, потом уже якутской советской автономии. И давайте подытожим сегодняшний разговор, сегодняшнюю нашу беседу. Все-таки архив является кладезью нашего прошлого исторического, и оно еще содержит очень много тайн о себе, белых, которые эти белые пятна все время наши краеведы, наши историки, они их покрывают, да, благодаря нашему национальному архиву. И хорошо, что нынешние технологии позволяют побольше масса распространять эти знания, фотографии, тексты. И очень много, дорогие подписчики, вы можете посмотреть в сайте Национального архива. Там очень много интересных фактов, много фотографий. Также мы все знаем, что выходят интересные издания сотрудников Национального архива. И они, эти интересные издания, очень быстро распродаются, потому что они имеют большой спрос у населения. Итак, Петр Иванович, что вы хотите сказать в конце нашего разговора? Вся история этой эпохи, вообще 17-го года, даже если брать, да, этот эпизод, она служит примером того, как можно было поступить, чтобы обойтись малой кровью. А, к сожалению, эти все уроки истории поколениями не воспринимаются, потому что люди забывают заглядывать туда, в эти документы, посмотреть, лишний раз взять, потому что все же аналогии ясны. Эти параллели видны, да, той же эпохи и того времени, в котором мы живем. Поэтому обязательно надо интересоваться историей. Как раз краеведы все это поднимают, и архивисты, историки, архивисты подхватывают, и двигается история к более полному раскрытию всех подробностей, которые были. А это нам дает больший опыт, да, предыдущих поколений. И будет помогать в дальнейшем, да, я уверен в этом. Петр Иванович, на 100% соглашусь с вами, потому что история нужна не для того, чтобы учить какие-то даты и события, хотя это тоже нужно. История нужна для того, чтобы учиться на ошибках и на достижениях прошлого. Это самое главное. Надеемся, что история Якутии, очень хотим этого, чтобы она преподавалась как обязательная дисциплина в средних школах республики. Надеемся, что это когда-то произойдет. Да. Итак, мы завершаем наш разговор. Думаем, что будет это вам интересно. Если будут какие-то отзывы, пишите вопросы. Обязательно лайкайте, и это поможет распространению нашего видео. Спасибо.